Фальсифікацыя выбараў. Сведчанні аб падмене вынікаў галасавання запаўняюць інтэрнэт-прастору апошнія 2 тыдні. Але што на гэта другі бок? Што насамрэч бачылі, што думаюць, што адчуваюць самі члены той сістэмы, якую падазраюць у фальшаваннях? Сёння мы паразмаўляем як з незалежнымі назіральнікамі, так і з тымі, хто быў па другі бок барыкадаў. Чальцы камісіі, якія лічылі галасы, праўладныя назіральнікі. Інфармацыя ад інсайдераў з дзяржаўнага апарату сёння ў нашым выпуску праграмы «Шчыра кажучы». Кто перамог на выборах? Эта система определенно честнее, чем ЦИК. У нее нет политических взглядов и кандидатов-любимчиков. Анализ афіцыйных і альтэрнатыўных падлікаў. Погляд унутр аппарату фальсификации. К нам обратились уже порядка 16 членов избирательных комиссий, которые готовы явиться с повинной. Признанні праўладных назіральнікаў і чальцоў выбарчых камісій. Президентские выборы 2020 стали самыми технологичными за всю историю выборчых кампаний у Беларуси. Громадянская супольнасць активно карысталася информационными технологиями для того, каб атрымаць максимальное уяўленне аб тым, як насамрэч прагаласуюць выбарцы. Пачалося з инициативы «Сумленные люди». Гэтая лічбавая платформа об'яднала тых, кто был готовы назирать за выборами и вылучаться в выборчыя комиссии. Мы все вместе берем и приходим на участки и наблюдаем. На участков почти 6 тысяч, а нас будет 200 тысяч. Мы просто будем смотреть, чтобы все было по чесноку. Пазней з сумленных людзей выраслі яшчэ 2 онлайн-пляцоўкі. Адна з іх, «Зубр», збірала інфармацыю назіральнікаў аб парушэннях. Другая, «Голас», падлічвала сфотаграфаваныя бюлетэні сваіх карыстальнікаў, зарэгістраваных праз беларускі тэлефонны нумар. Гэтых карыстальнікаў цяпер без малога 1 300 000. Платформа «Голос» создана для всех белорусов без исключения. И не делит людей на виды и подвиды. Мы делим людей только на тех, кто проголосовал и кто нет. Эта система определенно честнее, чем ЦИК. У нее нет политических взглядов и кандидатов-любимчиков. Паводле справаздачы гэтых рэсурсаў, афіцыйная яўка на датэрміновым галасаванні ў Менску удвая перавысіла тую, што налічылі незалежныя назіральнікі. Назіральніца Наталья Баландзіна, якая працавала настаўніцай у школе, дзе адбываліся выбары, распавядае, што завышэнне датэрміновай яўкі стала відавочным у асноўны дзень галасавання. В досрочном голосовании проголосовало 41%. А последний день, 9 числа, когда основной день голосования прошли все остальные, суммарное число составило 115%, без учета того, сколько людей еще не перешло. То есть это основной такой вот доказательный фактор того, что там все дело нечисто. Сёлета незалежным назіральнікам ствараліся беспрэцэдэнтныя перашкоды. Пераважную бальшыню з іх не дапускалі да месца галасавання, спасылаючыся на экстрана прынятую цэнтры выбаркавам пастанову аб тым, што назіральнікаў на ўчастку можа быць не болей за 3 у сувязі з каронавірусам. Усе 3 месцы, як правіла, загадзя займалі прадстаўнікі праўрадавых арганізацый. Адна з такіх праўрадавых назіральніцаў, настаўніца Ірына Смалонская, распавядае, што раней ёй даводзілася дамаўляцца са сваім сумленнем. Просто было очень грустно. И, вы знаете, такое, как жить с этой грустью? Тогда и жить незачем, понимаете? Поэтому все затаптывалось, и все. Все, просто шла, работала, да, даже не вникала ни во что. Но на самом деле тогда же и оппозиции как таковой не было. Это сейчас вот народ проснулся. Паводле слоў Ірыны, ніякага рэальнага назірання праўладныя назіральнікі не праводзілі. Але на гэтых выбарах яна асабіста вырашыла паведамляць незалежным назіральнікам, якія працавалі звонку выбарчага ўчастка, сапраўдную колькасць людзей, якія прыходзілі на датэрміновае галасаванне. Самое главное – это то, что были вбросы. То есть за 5 дней было дописано 500 бюллетеней. Мы насчитали всего лишь 250 пришедших на голосование. А в протоколе было 750. Знаны блогер-аналітык Дмітрый Іванович, прааналізаваўшы дадзеныя кастрычніцкага раёну Менску, адзначыў анамальнае супадзенне адсотку датэрміновай яўкі на 10 участках. Паўсюль па 52%, з адрозненнем толькі на 100 долі. А на 11 участках раёну ў выніковых пратаколах Лукашэнку намалявалі ідэнтычную лічбу галасоў.
3 шасцёркі. Адміністрацыя Кастрычніцкага раёну пазначыла Лукашэнку вельмі прыкольна. Кіраўнікі участкаў, толькі не кажыце, што вы хоць нешта лічылі. Цікава толькі адно: хто менавіта вам давёў папярэднія звесткі і ў які дзень вы падпісалі ўжо падрыхтаваныя пратаколы. Між тым, больш за 80 участковых камісій аддалі перамогу Святлане Ціханаўскай. Прычым 2 з іх у Астрашыцкім гарадку, дзе знаходзіцца школа Мікалая Лукашэнкі. У Фрунзенскім раёне зафіксавалі яшчэ адну анамалію. На суседніх участках аднаго мікрараёну адна камісія налічыла 80% за Ціханаўскую, а другая 70% за Лукашэнку. Агулам платформе «Голас» удалося здабыць пратаколы галасавання 22% ад усіх участкаў. Параўнаўшы даступныя афіцыйныя вынікі участковых камісій з тымі, што абвясціў агулам па краіне цэнтра выбаркам, аналітыкі адзначылі, што калі сыходзіць з гэтых лічбаў, то на тых участках, дзе камісіі паказвалі пратаколы ў канцы выбарчага дня, як патрабуе таго выбарчы кодекс, вынік Ціханаўскай у сярэднім у 13 разоў лепшы, чым на тых участках, дзе камісіі схавалі пратаколы ад грамадскасці. З аналізу платформы «Голас» пры сумленным падліку галасоў мы не назіралі б такога перакосу. Выглядае нереалістычна. Аналіз сфотаграфаваных бюлетэняў, якія атрымала платформа «Голас», таксама можа сведчыць пра фальсіфікацыі. Гэтак на участку нумар 42, што месціўся ў Менскай школе нумар 61, выбарчая камісія, у якой старшынявала педагог-псіхолог Аксана Пятровіч, налічыла тут Лукашэнку 745 галасоў супраць усяго 244 за Ціханаўскую. Між тым, на платформу «Голас» з гэтага участку было даслана 1850 бюлетэняў, якімі галасавалі на карысць Ціханаўскай. У 8 разоў болей, чым адлюстравала выбарчая камісія. У Ваўкавыску дырэктар аднаго з мясцовых музеяў, сябра выбарчай камісіі Канстанцін Шашмакоў адмовіўся падпісаць пратакол галасавання, які ён лічыў непраўдзівым. Праз некалькі дзён пасля выбараў яго знайшлі мёртвым. До сих пор еще нет единой точки зрения, потому что расследуется, возбуждено Следственным комитетом уголовное дело по факту насильственной смерти директора музея, который являлся членом комиссии. Оно передано на рассмотрение получается, в Мостовский, потому что на той территории было совершено. Цяпер праваахоўныя органы кажуць, што смерць Шашмакова не носила крымінальнага характару. Сям'я загінулага мяркуе, што яго гібель так ці іначай звязаная з фальсификациями. Я просто узнала о том, что произошло, и меня возмутило вот это, как вам сказать, насилие над человеком, которого заставляют подписывать неправильный протокол. Возможно, это явилось той каплей, которая вот его психику сломала или что, я не знаю. Но виноваты, конечно, в этом те люди, с которыми он соприкасался во время выборов. На сегодняшний день в ходе проведения мирных митингов к нам обратились уже порядка 16 членов избирательных комиссий, которые готовы явиться с повинной. Як вёўся падлік галасоў сябрамі выбарчых камісій, дае ўяўленне аўдыёзапіс адмысловага инструктажу у Менской школе номер 39. Первая длительная, вторая Дмитриев, третья Конопатская, четвертая Лукашенко, пятая Тихановская, шестая Чечерин и седьмой против всех. И раскладываем их соответственно. Внимание, согласно тем цифрам, которые у вас есть. И помните, что есть у вас наверху. Все помнят? Наверху должно быть. Итак, и действительно, итак, 64, Конопатская, 16, Лукашенко, 952, Тихановская, 102, Черечин, 18. Число голосов, поданных против всех кандидатов, 237, недействительных 21. Дырэктар гімназіі, у якой было запісанае відэа, па сумяшчэнні кіраўнік тамтэйшай выбарчай камісіі, сцвярджае, што названыя лічбы былі толькі умоўныя дзеля рэпетыцыі. Мы же видели протоколы, они никак, даже близко не подошли к тем цифрам, которые были. Это чистая глупость. Мы звярнулі ўвагу чыноўніцы на яе уласныя словы, працытаваныя вышэй. З іх складаецца ўражанне, што замест таго, каб раскласці бюлетэні, пададзеныя за кожнага кандыдата ў асобны стос, а потым падлічыць колькасць у кожным стосе, кіраўніца камісіі наадварот інструктуе настаўнікаў адвольна размяркоўваць бюлетэні так, каб стосы адпавядалі лічбам, раздадзеным настаўнікам загадзя. І толькі сачыць, каб верхнія бюлетэні ў стосе былі менавіта на таго кандыдата, чые галасы нібыта там знаходзяцца. Паслухаем гэты фрагмент яшчэ раз. Первая длительная, вторая Дмитриев, третья Конопатская, четвертая Лукашенко, пятая Тихановская, шестая Чечерин и седьмой против всех. И раскладываем их соответственно.
Внимание, согласно тем цифрам, которые у вас есть. И помните, что есть у вас наверху. Дырэктарка школы, аднак сцвярджае, што яе словы няслушна інтэрпрэтавалі і што яе камісія не падтасоўвала вынікаў галасавання. Мне ничуть не страшно и не соромно, как вы кажете, да, за эту кампанию. Я не ощущаю себя в чем-то виноватым. Я ее провела достойно, так как я думаю, что члены моей избирательной комиссии, еще 2 комиссии, которые здесь работали, мы провели ее достойно и честно. Это я вам говорю откровенно. Зараз актыўныя выбарцы спрабуюць даказаць перамогу Святланы Ціхановскай на сваіх участках, збіраючы подпісы тых, хто за яе галасаваў, каб даказаць, што іх болей за тую колькасць, якая ўказаная ў афіцыйных пратаколах. А мы сёння абмяркуем, як працавала дзяржаўная машына падліку галасоў з адным з непасрэдных чальцоў гэтага апарату. Якім чынам вы прыйшлі да актыўнага ўдзелу менавіта ў гэтых выбарах? В самих выборах участвовать, не то что заставили, просто предложили, как был вариант, участвовал в предыдущих, участвую в этих. То есть, само собой разумеющееся. Все, вот на этом и все. На что я выразила свое опасение, сказала, я не хочу. Мне было сказано, у тебя нет выбора. И в этот момент я поступила очень глупо, потому что я не пошла к самому директору сказать, либо ей лично. Но учителя они такие. Ці былі нейкія даплаты тым, хто ўдзельнічае ў камісіі? Да, доплаты были всем членам комиссии, перечислили 150 рублей в августовскую зарплату. То есть это была премия. Скажыце, як вас рыхтавалі да выбараў, як вас накіроўвалі? Ці збіралі вас на нейкі інструктаж, на размову? 2 участка в пятницу. До сих пор помню, что это было 15:30. Нам сказали прийти. Хорошо. Мы приходим. Попросили все выключить, все эти телефоны, все. Но накануне я увидела вброс. Накануне я дежурила на досрочном голосовании во вторник, вторник-среда. Я заметила вброс. Яким чином? Наблюдатели резко ушли, их не было. Нам сказали отвернуться. Пришли, сказали отвернуться. Кто пришел? Это были силовики некие? Нет, нам сказали отвернуться, и тут я слышу стук. И логическая моя реакция на стук, я поднимаю глаза. Сворачивалась бумага, потому что вот она не влазила вот так. Ее приходилось сворачивать, но настолько она была толстая, вот эти вот киписы, что они просто туда не пролазили. Но людей в тот момент не было. Это было вторник, среда, первая половина дня. Это было 11 часов. Людей не было, никого не было. Поэтому был вброс. Что робил тот человек, который это укидывал? Пополам. Разделила пополам, свернула и опять повбрасывала вот это вот частями. Яна зауважила, что вы подняли в очи и бачите? Да, она все видела даже не только она, видела член соседний, который сидел, вот мы вдвоем дежурили. Она прекрасно все это видели, и все промолчали. А какая была ее реакция? Она зауважила, что вы глядите на нее, и она сполохалась? Никакой реакции не было. Она засмущалась, у нее не получалось это все сделать, она засмущалась. Сунула и там и ха-ха-хи-хи. Я на тот момент настолько разозлилась на себя, что не пошла к директору сразу, что не хотела в этом цирке участвовать. Разочарование, злость за то, что столько людей хотят знать правду, и правды нет. И поэтому в пятницу, когда директор сказала выключить телефон и оставить, я включила диктофон и отставила сумку. Это был мой сознательный выбор это сделать. Это был час датэрміновага голосования? Да, это была пятница, когда нас собрали, поставили столы и вручили нам листики, на которых было написано наше имя, фамилия, наши имена, с кем мы в паре должны сидеть, и вот эти вот листики, где были фамилии и уже проставлены цифры. Проставлены цифры, и когда я увидела цифры, вот эти цифры, я не поднимала глаз. Я просто, нас заставили их прочитать, все это, вот эта вся процедура. Я не смогла даже глаз поднять. Я чуть там не разрыдалась или не разоралась, или я не знаю, как я сдержалась. Процедура была такая, из аудиозаписи слышно, что сначала мы должны просчитать, сколько человек пришло. Чтобы вы понимали, нас было 10 человек. У каждого человека свой дом, за который они были ответственны. И нам давали списки с ЖКХ, вот кто прописан в этих домах. И мы должны были сначала просчитать вот это вот количество людей, подписи, которые они пришли. То есть эта цифра просто писалась. То есть мы делали вид, что считали. То есть нам сказали так, вы делаете вид, что считаете. Хорошо. Дальше идут неиспользованные, обрезают их. И потом якобы их тоже там считают, какое-то число. Потом идет досрочное голосование.
Это все в центр. Вы выбираете себе, вот берете по бюллетеням, и вдвоем, когда вы стоите вдвоем, вы решаете, что эта стопочка будет за Лукашенко, это за Тихановскую, это за Конопадскую, это за Черчень, это против всех, это вот там неиспользованных или каких. Если у вас в листике написано испорченных 0, значит, этой стопочки быть не должно. А все остальное вы просто складываете приблизительно сколько там, 20 голосов, 9, там 7, или просто берете листики, главное, чтобы верхний был правильный. На што вы разлічвалі, калі вы выклалі гэты запіс у інтэрнэт? Вы менавіта для інтэрнэту яго запісалі, ці вы думалі некуды аднесці, ў нейкія органы? Што гэта было? Я в первую очередь отправила запись в инициативу «Честные люди». Я отправила им и запись, и листик, фотографию листика. И, все, и на этом мне сказали все это удалить, я все с телефона почистила. То есть у меня... Кто вам сказал? Инициатива «Честные люди». То есть они скачали, они все это у меня спросили, можно ли. Я сказала, ничего нельзя. Саму фотографию и аудио я не разрешала использовать. Нехто выклал за вас его интернет-запись? Да. «Честные люди», я так понимаю, инициатива «Честные люди». Без вашего дозвола? Да, я не разрешала. Про вынікі выбарчай кампаніі менавіта на вашым участку вы ўсё ведаеце, так? Да, заранее. Ведаеце, што адбылося там, колькі? Насколько я знаю, они все равно... Я потом посмотрела сайт «Голос». И даже мне муж показал сайт «Голос», и там были фальсификации. То есть там «Голос» официально зарегистрировал фальсификацию, потому что даже когда я была на досрочном голосовании, люди приходили и фотографировали, что было правильно. И я говорила, да, фотографируйте, я знаю, что это правильно. Но потом мне сделали по поводу этого замечания, сказали, что все должно идти через председателя. То есть вы должны спросить разрешение у председателя. На что я сказала, они имеют на это право, законное право. Поэтому никому ничего говорить не буду. То есть стычки такие были. Слухайте, ваши дзеянні, атрымліваецца, кардынальна не змянілі хаду выбарчай гэтай кампаніі. Да. Ці шкадуеце вы аб тым, што вы зрабілі? Поначалу, когда я увидела, что в итоге это не поменяло решение фальсифицировать. Потом, когда я понимала, что как-то мои действия не повлияли на людей, я не знаю, как они должны были повлиять, но никак не повлияли. Я сначала очень сильно расстроилась, когда я приехала в понедельник, когда во вторник я увидела, что нету никакой активности, деятельности, все живут, как и жили до этого. Я очень сильно расстроилась, очень сильно переживала. А потом, когда увидела, что люди собираются вот на Пушкинской, что люди сигналят, потом увидела цепи солидарности, потом увидела девушек вот в этих белых платьях с цветами, потом этот марш в воскресенье. И я понимала, что это все не зря. То есть вот на тот момент, тогда, первые дни, мне было очень жалко потерять свою карьеру, потому что я действительно люблю свою работу. Я обожаю своих детей. И как им сказать, что меня их не будет, потому что я была с ними 5 лет? Я не знала. Но потом, когда увидела, что люди выходят, многие были в Окрестино, и многих забирали потом в СИЗО, и это такая жуть, которая творилась, вообще вот творится, я понимаю, что я не зря. Я не зря это сделала. Сколько можно учителям молчать? Не вышли только у БГУ, университеты вышли. Учителя гимназии продолжают молчать. Сколько можно? Нами помыкают. Все эти, не знаю, ледовые дворцы, хочешь, не хочешь. Все эти отправляют куда хочешь, куда не хочешь. То есть засовывают во все дыры. И мы продолжаем молчать. Вот это больше всего убивает. Но, с другой стороны, нужно на эту ситуацию посмотреть по-другому, с другого угла. Сейчас на учителей идет большое давление со стороны родителей, со стороны администрации, со стороны госорганов. Но не они злодеи в этой ситуации. Нельзя на них спускать всех собак и обвинять их во всех грехах. Это неправильно. Начинают выкладывать данные учителей и их детей в соцсетях, их адреса, их телефоны. Но это же неверно. Это неправильно, особенно детей. Да, пусть даже дети там взрослые, самостоятельные, но тем не менее, это ребенок. На данный момент проще всего свою злость и обиду вымещать на учителях, потому что они легкие жертвы, легкие мишени. То есть, если уж так решать вопрос, то уже нужно идти и менять как-то систему и решать вопрос с этой системой, не винить, давить и унижать обычных рядовых исполняющих. Учителям как никогда нужна поддержка, им нужна помощь.
помощь. Им нужно показать, что мы не против них, люди не против них, ни родители не против них, ни в коем случае, что все готовы помочь. Вас звольнілі по артикуле по нейкім, ці вы сами сошли? Я ушла сама, мне подписали спокойное заявление, я ушла сама. Мои родители, которым я сказала, что я ухожу, было отрицание, истерики, но они сказали, что они мною гордятся, потому что мы учим не только предмету, русский, английский, математика, какая разница. Мы учим детей быть храбрыми, смелыми, высказывать свое мнение. И когда ты не уверен в чем-то, что-то спрашивать. То есть мы учим детей быть не просто знающими в какой-то сфере, мы учим их быть людьми, учим правде. Чарговыя допыты асноўных гульцоў гэтай прэзідэнцкай кампаніі у перадачы «Шчыра кажучы» вы можете паглядзець таксама на Смарт ТВ і ў групах Белсату, на Ютубе ды ў сацыяльных сетках.